Ежегодный семинар «Сохранность документов, традиции и новые подходы» в этом году проходит в республиканском формате. То есть у нас межрегиональные бывают, а следующий год у нас будет большой межрегиональный семинар, практикум уже план мы написали. И с таким немножко музейным уклоном. Вот так интересно получилось в этом году, что очень многие музеи районные изъявили желание и присутствовать очно, и подключаются к нам онлайн, чему мы очень рады. Поэтому немножечко поменяли программу, вы все видели, да, и уже провели экскурсию большую по нашей выставке «Ялда», по залу редких книг, по сектору консервации. Надеемся, что это было для вас очень полезно и интересно. И, пользуясь случаем, приглашаю всех гостей, которые не здесь, не с нами, приехать в нашу библиотеку. Выставка наша «Ялда» продлится до марта, а отдел наш всегда открытый для наших коллег, и чтобы можно было посмотреть и почувствовать, и пощупать то, о чем мы сегодня будем вам рассказывать. И по традиции семинар открывает выступление по государственной политике, по основным направлениям, которые актуальны сегодня в области сохранения библиотечных фондов. И слово предоставляю заведующей сектором консервации Центра редкой книги и консервации документов Беловой Земфире Георгиевне. Прошу вас, Земфира Георгиевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы очень рады вас видеть. Мы очень рады, что вы откликнулись на наше приглашение. Вот, немножко расскажу, что сейчас происходит в библиотечной сфере. В начале 2000-х годов в России были реализованы два этапа программы сохранения фондов библиотечных. Финансирование программ происходило в рамках федеральной целевой программы «Культура России». По итогам реализации программы Национальной библиотеки Чувашской Республики был выпущен сборник. С текстом сборника можно ознакомиться в виртуальном методическом кабинете на сайте библиотеки в разделе «Методические материалы». К сожалению, с 2017 года государственное финансирование программ было остановлено. Системная деятельность по сохранению фондов в библиотеках России и в нашей библиотеке продолжалась, но без государственной политики продолжать работу, тем более развиваться дальше, довольно трудно. И вот теперь, после нескольких лет затишья, усилиями Минкультуры России и ведущих библиотек, в частности РГБ, возобновляется поддержка регионов в деле сохранения фондов. Несмотря, а может даже в связи с известными событиями, больше внимания стало уделяться сохранению национальной идентичности, коллективной памяти, человеческой культуры. А мы с вами, то есть архивы, музеи, библиотеки, как раз и являемся хранителями коллективной памяти, также площадками для обеспечения доступа населения к документам, предметам материальной культуры. Коротко расскажу, что сейчас происходит в библиотечной сфере. В апреле 2020 года по поручению Министерства культуры России на базе Управления обеспечения сохранности фондов Российской государственной библиотеки под руководством начальника управления Александра Сашнина создан проектный офис по разработке программы сохранения библиотечных фондов. В работе принимали участие также специалисты Российской национальной библиотеки Петербург, Государственной публичной исторической библиотеки Москва, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Москва, а также ряда региональных библиотек. Уже в октябре того же года на общественное обсуждение был вынесен проект программы. А через месяц, в ноябре, Ольга Соломатина, начальник отдела комплексных проектов по сохранности Российской государственной библиотеки, познакомилась с проектом программы участников нашего межрегионального семинара. Разработка и реализация ведомственной программы включена в стратегию развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года.
Основная цель проекта – сохранение уникального документного наследия, в том числе обладающего признаками книжных памятников, путем создания в субъектах Российской Федерации региональных центров консервации и реставрации и на базе Российской государственной библиотеки Федерального центра консервации и реставрации. Концепция создания сети региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов предусматривает оснащение их базовым современным консервационным оборудованием, осуществление методической и консультационной помощи, организацию обучения сотрудников региональных библиотек. Регион должен обеспечить создающийся центр светлым просторным помещением, доступом к интернету, реставрационными, переплетными, вспомогательными материалами, инструментами, а также оплатой труда не менее чем 5 сотрудников. В региональный центр консервации и реставрации будет включать в себя следующие функциональные части. Реставрационные мастерские, где будет проводиться реставрация переплетов и листовых материалов, переплетную мастерскую массового библиотечного переплета и картонажных работ, лабораторию, прикладные предреставрационные исследования, учебно-методический комплекс. В рамках проекта до 2030 года планируется создать 40 региональных центров. Восстановить в региональных центрах более 400 тысяч документов, почти столько же документов планируется восстановить в федеральном центре. Имеются в виду реставрация, фазовая консервация, библиотечный переплет документов. Реализация проекта фактически началась. Уже в начале декабря текущего года открываются 2 региональных центра в Нижегородской и Рязанской областных библиотеках. В 2023 году запланировано открытие центров еще в 7 регионах. В их числе весьма вероятно будет Татарстан. Отбор участников ведомственной программы происходит на конкурсной основе. Мы тоже будем подавать заявку для участия в этом конкурсе. Также в рамках проекта ведется научно-методическая деятельность, разработаны программы повышения квалификации и программы дистанционного обучения. Для проведения занятий в РГБ оборудован учебный центр. В светлом просторном помещении есть все необходимое для работы: оборудование, инструменты, материалы, экран для демонстрации презентаций. Занятия в центре начались еще в сентябре 2020 года, а в октябре текущего года в Российской государственной библиотеке подготовлены специалисты для региональных центров консервации и реставрации, которые открываются в этом году. Основой для разработки проекта ведомственной целевой программы стали результаты всероссийского мониторинга состояния библиотечных фондов, проведенного Российской государственной библиотекой в 2020 году по поручению Министерства культуры России. В мониторинге приняли участие 252 библиотеки из всех регионов страны, в том числе и мы. Проведенное исследование позволило оценить реальное состояние сохранности библиотечных фондов, собрать информацию по деятельности библиотек, наглядно продемонстрировать, как библиотеки выполняют работу по консервации. Было выявлено, что в библиотеках страны более 6,5 миллионов документов нуждается в массовом переплете, более 2 миллионов в защитном контейнере, более 4 миллионов в дезинфекции, более 20 миллионов нейтрализации кислотности, более 3000 в реставрации. Выявлена также острая нехватка квалифицированного персонала, необходимого оборудования. Анализ данных, полученных в рамках мониторинга, способствовал определению основных направлений дальнейшего совершенствования, конкретизации или разработки стратегии обеспечения сохранности библиотечных фондов России и послужил обоснованием необходимости скорейшей реализации ведомственной программы. На 2023 год запланировано проведение 2-го этапа всероссийского мониторинга. Методика проведения мониторинга значительно доработана.
предыдущий или последующий? Так, я не вижу. Здесь категории. Методика проведения мониторинга значительно доработана. Это позволит обследовать большие массивы библиотечных документов без потери качества данных, на основании которых будет производиться оценка общего состояния фонда. Что такое? Всю информацию про всероссийскую ведомственную программу обеспечения сохранности фондов и про мониторинг можно найти на сайте РГБ в разделе «Профессионалам». Там есть вкладка «Проекты управления обеспечения сохранности РГБ». Вся информация там содержится. Будут какие-то вопросы к Земфире Георгиевне? Ну, вообще, эти региональные центры, конечно, они в первую очередь будут реставрировать, ну, восстанавливать документы библиотечные. Но вот насколько нам дали понять, вот эти документы архивов, музеев, они тоже будут реставрировать, но, возможно, на платной основе. Ну да, там, чтобы подать заявку, вот, будут рассматриваться заявки от библиотек, которые готовы предоставить для этого регионального центра, во-первых, помещение светлое, просторное, не менее 100 квадратных метров, и обеспечить оплату труда не менее чем 5 сотрудников, и закупить необходимые материалы, инструменты. Это все региональный уровень. Но Нижний Новгород, например, там соотношение финансирования получается 40% Москва и 60% Нижний Новгород. Москва предоставляет, чтобы вы представляли, какой там масштаб. Скажу, что Москва предоставляет оборудование, оно не только предоставляет, оно еще и устанавливает это оборудование на сумму около 30 миллионов рублей. Вот такие масштабы. Еще вопросы будут? Мы, конечно же, будем участвовать, но не в следующем даже году, потому что в следующем году 7 уже заявки все поданы на следующий год, 7 регионов. Вот Земфира Георгиевна сказала, да, что будет всего 40 центров из 85 регионов. То есть это очень такой конкурс, будет очень большой, хороший конкурс. И вот в Нижнем Новгороде очень надеемся, что мы съездим, посмотрим на открытие, а на следующий год мы планируем, чтобы они с нами вошли, ну, с нами участвовали в нашем семинаре с выступлением и с показом того, что у них уже за год будет уже к этому времени сделано. Да? Вот мы очертили перспективы очередных основных мероприятий по обеспечению сохранности фондов на ближайшие годы. Вы знаете, что у нас принимается тоже план реализации стратегии мероприятий в Чувашской республике, и вот там как раз участие в конкурсе вошло в план мероприятий по реализации стратегии библиотечного дела до 2030 года Чувашской республики. Это все, что это впереди, перспективы, это планы.
Чем конкретно сейчас мы можем вам помочь? Что мы можем вам предложить? Вы, кто здесь был очно, у нас, конечно, уже посмотрели наше оборудование, нашу основную работу, но более подробно сейчас об этом расскажет наш ведущий специалист Светлана Александрова. Добрый день, уважаемые коллеги. Сектор консервации документов является структурным подразделением отдела Центра редкой книги и консервации документов Национальной библиотеки Чувашской Республики. Сектор был создан в 2003 году на базе переплетной мастерской отдела основного книгохранения. С 2008 года выполняет функции регионального Центра консервации документов Чувашской Республики. В 2014 году он вошел в состав отдела Центра редкой книги и консервации документов. В штате 4 сотрудника. Само название нашего сектора раскрывает суть нашей работы. Мы занимаемся консервацией документов. Как вы все уже знаете, консервация документов – это комплекс мер по обеспечению сохранности посредством режима хранения, стабилизации, реставрации и изготовления копий. В Национальной библиотеке Чувашской Республики активно применяются все методы консервации документов. Приобретенное в свое время оборудование – листодоливочная машина, вакуумный стол, вытяжной шкаф, пресса, резаки, сушильный шкаф, беговальная машина, люксметр, термогигрометры, а также инструменты и расходный материал для переплета и реставрации документов позволило ввести в практику новые технологии. Благодаря приобретению бескислотного картона своими силами стали изготавливать микроклиматические контейнеры для фазового хранения ценных документов. Сотрудниками сектора консервации проводится регулярный мониторинг температурно-влажностного режима в помещениях книгохранения и других подразделений библиотеки, то есть это в остальных фондах, это структурных подразделений. Измерения проводятся 2 раза в неделю с помощью термогигрометров. Целью мониторинга является контроль соответствия фактических параметров нормативным. Как мы все уже это знаем, климатические параметры хранения книг – это температура 18 градусов по Цельсию и относительная влажность 55%. Также планово в санитарные дни осуществляется санитарная обработка обеспыливания фонда вручную влажным способом. В целях стабилизации документы помещаем в микроклиматический контейнер из бескислотного картона, который защищает от света, спор микроорганизмов, пыли и грязи при хранении документов от резких колебаний температуры и влажности помещения. При необходимости проводим дезинфекционную обработку документов признаками биоповреждений специальным раствором биоцид. Реставрация документов, ремонт документов с элементами реставрации. Так, Заволжский муравей. Вашему вниманию это представлено журнал «Заволжский муравей», литературно-художественный иллюстрированный журнал. Какие работы проделали наши сотрудники. Все эти журналы имели довольно потрепанный вид. Листы журналов промыты, расправлены, как вы все это видите. Утраты восполнены реставрационной бумагой, они скомплектованы и прошиты. Очень важно сохранить первоначальный вид библиотечных документов. Эти журналы представляют историческую ценность. Дальше. Ремонт и переплет листовых документов периодических изданий, также переплетом библиотечных документов, подшивкой газет и журналов занимаются. Когда-то комплекты периодических изданий газет прокалывали и прошивали насквозь нитками. Но теперь мы их шьем подтетрадно, чтобы удобно было их читать.
То есть пришиваем каждый номер газеты по отдельности к тесемочкам, переплетной марли и переплетаем. Сейчас издаются это газеты, и поля очень узкие, и при сканировании, при распечатывании плохо раскрываются газеты. И нам сейчас это приходится каждый блок газет подшивать потетрадно, каждый номер отдельно. Но это работа очень трудоемкая, занимает очень много времени. Но что поделать, читатели, в первую очередь, желание читателей и сохранность фондов. Ремонт книг в твердом переплете используются следующие приемы. Расплетение, отделение переплета, удаление скрепок. Вот первая эта книга, книжный блок был в ржавых скрепках. Нам пришлось все это убрать, собрать, прошить на тесьму, и получилась вот такая вот эта книга. Следующая эта книга, она была вообще без переплета. Нам был изготовлен переплет, новый переплет, вставлен и оформлен как новый. Оформление нового переплета, чтобы новый переплет не был слепым. Изображение утраченного переплета находим в интернете. И получилось как в книжном магазине. Так, следующее. Также это проводим для сотрудников библиотек, музеев, архивов Чувашии и соседних регионов. Ежегодно у нас проводятся обучающие семинары, мастер-классы, на которых рассматриваются все аспекты обеспечения сохранности документов. Особенно плодотворно проходят семинары с участием сотрудников ведущих сотрудников консервации страны. У нас прошли 2 межрегиональных и 2 республиканских семинара. Были организованы они совместно с ФЦКБФ Петербург. И в 2016 году состоялся межрегиональный семинар обеспечения сохранности библиотечных фондов. Основные технологии переплета документов. Это с участием специалистов комплексного отдела хранения, консервации и реставрации фондов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудумино. Многие из вас, вот здесь присутствующие, были на этом семинаре. Да, на фотографии там многие есть. Так, проводятся мероприятия для своих сотрудников. Для своих сотрудников это школа переплетного мастерства. Также практикуем и индивидуальное обучение приемам ремонта и переплета книг не только своих коллег, но и читателей библиотеки на примере своих книг из домашней библиотеки. В 2018 году в библиотечном сообществе «Чтение меняющимся мире» ВКонтакте была организована виртуальная мастерская по ремонту книг. И наработанные в ходе этой акции фотоуроки стали основой раздела обеспечения сохранности библиотечных документов виртуального метод-кабинете. Следующий. Также ведется работа по пополнению материалов. Сейчас мы готовим и размещаем там видеоуроки. Можно посмотреть семинары предыдущих лет. Кроме фотоуроков и видеоуроков, в виртуальном методическом кабинете размещены ссылки на полные тексты изданных нами методических пособий, ГОСТы и другие материалы. Дальше. Так. У нашего сектора есть свой аккаунт в ВКонтакте, называется «Сообщество переплет и ремонт книг документов». Здесь мы коротко рассказываем о своей работе, о некоторых методах консервации и реставрации, отвечая на вопросы по своему направлению. Угу. Ага.
Так, начала свою работу первой в стране библиотека-реставратор для специалистов библиотек, архивов и музеев. Ресурс, сформированный Российской государственной библиотекой, содержит уже более 300 документов по всем направлениям обеспечения сохранности фондов. Нормативно-методическая база, режимы и условия хранения, создание страхового фонда, оцифровка. Но особый акцент сделан на консервацию и реставрацию документов. Вот здесь это показано вот разделы, там 4 это раздела в этой библиотеке реставратора. Ссылка на библиотеку реставратора всегда доступна в разделе обеспечения сохранности библиотечных документов в виртуальном метод-кабинете Национальной библиотеки Чувашской Республики. В целях пропаганды знания о консервации документов мы проводим различные мастер-классы. Работа становится все разнообразнее. В последнее время у нас огромной популярностью пользуется мастер-шоу «Бумага handmade» по отливу бумаги. Эти мастер-классы интересны не только детям, но и взрослым. Были у нас выездные мероприятия по отливу этой бумаги НПП «Динамика». Сотрудникам очень понравилось, они нам сказали новые идеи, новые мастер-классы. В следующий раз мы ждем новые мастер-классы. Следующий мастер-класс у нас «Эбро». Рисуем на воде по изготовлению мраморной бумаги. Это тоже очень интересно, это шоу. Он прошел у нас на Библионочь в апреле месяце. Было очень интересно и детям, и родителям. Сейчас проводим мастер-шоу и мастер-классы для желающих по Пушкинской карте. Будет возможность и для вас, если у вас есть это желание. Спасибо за внимание. Вопросы к Светлане Николаевне, если есть? Добавить это. Добавить хочу сразу по последнему слайду вот эти два мастер-класса. И еще у нас есть мастер-класс «Консервируем многоточие книги», восклицательный знак, то есть по ремонту, по основам ремонта переплета документов. Дело в том, что эти мастер-классы будут постоянно проходить в течение с ноября до февраля включительно в рамках проекта, который мы выиграли «Бережливое сознание», грант «Бережливая инициатива» на 2022 год. Мы выиграли наш проект «Поколение, связующая нить», семейная библиотека формирования бережливого сознания выиграла этот грант, и будет огромное количество мероприятий, в том числе и вот эти мастер-классы, в том числе и выездные. Имейте в виду, чтобы вы просто знали, что можно как-то договариваться, созваниваться с нами, приглашать, привозить сюда детей, может быть, да, вот из районов, сейчас они вот один день в столице, с удовольствием приходят на мастер-классы, на наши уроки по Пушкинской карте. Если младшие дети, можно в рамках, у нас есть программа «Книжная прививка», тоже все, как только поступит деньги, мы думаем, что оплата будет минимальная, то есть, потому что нам материал мы заложили, чтобы его нам купить уже на деньги грантовские. Буквально 2 слова скажу про этот конкурс, про этот наш проект. Ключевым элементом этого проекта выбран экслибрис как символ семейной ценности, семейная библиотека, то есть формирование бережливого сознания через семейную домашнюю библиотеку. То есть будем популяризировать создание, работу, сохранение домашних библиотек. Будет проведен республиканский конкурс «Экслибрис библиотеки моей семьи». Стартует 1 ноября. Следите за новостями, там у нас будут условия конкурса, то есть положение о конкурсе, все будет размещено. Будут и проходить вот эти 3 мастер-класса. Будет создана творческая лаборатория «Создаем экслибрис домашней библиотеки», цикл мастер-классов от профессионального художника, который будет учить делать экслибрисы. Для профессионального сообщества будет создан виртуальный класс «Домашняя библиотека как семейная ценность».
ВК, ВКонтакте, и в нем еженедельно будет размещаться информация, методические разработки, апробированные формы мероприятий, видео, мастер-классы, другие обучающие материалы по работе с семейными библиотеками, книжными знаками, экслибрисами, посты по истории книги и созданию экслибрисов, организации и работы клубов экслибрис на базе муниципальных библиотек, может быть, музеев, потому что планируется создать целую сеть таких клубов любителей домашних библиотек, любителей книги, чтобы они были объединены, у них будет свой общий контент, они будут участвовать в конкурсе и так далее. То есть вот такая идея у нас. Для всех пользователей будет создана виртуальная площадка «Семейные реликвии экслибрис» на сайте библиотеки, где будет и график мероприятий, и условия конкурса, ход реализации проекта, интересные факты, образовательный контент и тому подобное. И в конце планируется разработать республиканскую краеведческую программу «Поколение, связующая нить», именно вот по поддержке домашних семейных библиотек. А конкурсантов, победителей ждут прекрасные призы, поездка в Казань и Нижний Новгород, как раз в отдел редких книг, в музей книги. И надеюсь, коллеги, что будем работать по этим проектам вместе. Всю информацию будем сообщать, доносить индивидуально. Вот ваши все остались у нас телефоны и электронная почта, ну и как бы через ваши сети, музейные, архивные, библиотечные в первую очередь. Вот. Это такое маленькое отступление. Возвращаясь к нашему семинару, и последнее теоретическое выступление семинара будет посвящено книжным памятникам. Вы знаете, что сейчас тенденция такова, что рано или поздно все книжные памятники, всех фондодержателей, независимо от их ведомственной принадлежности, будем обязаны зарегистрировать, должна быть у них государственная регистрация. Вот про то, что сейчас у нас делается по этому вопросу, вот расскажет вам наш ведущий специалист Наталья Дмитриевна Котик. Здравствуйте, дорогие коллеги! Национальная библиотека Чувашской Республики принимает участие в создании... Дорогие коллеги, Национальная библиотека Чувашской Республики принимает участие в создании реестра книжных памятников Российской Федерации. Этот проект курирует Российская государственная библиотека, и цель его заключается в создании государственной базы данных учета и регистрации книжных памятников. В своей работе с реестром мы руководствуемся следующими документами. Это, конечно же, Федеральный закон о библиотечном деле с дополнениями и изменениями и положение о реестре книжных памятников, которое было принято 20 июня 2021 года. Вот в свете новых формулировок на следующем слайде позвольте мне небольшое терминологическое отступление. Вообще к книжным памятникам относятся рукописные книги, печатные издания и иные документы, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, а также имеют особое историческое, культурное и научное значение. Вот если раньше мы привыкли считать книжным памятником либо рукописную книгу, либо экземпляр печатного издания, то теперь появляется абсолютно новое понятие «иной документ». Как советуют наши коллеги из РГБ, если вы уверены в уникальности и редкости вашего объекта, но перед вами не рукописная книга и не печатное издание, то, возможно, вы имеете дело с иным документом. Это может быть рукописные карты, рукописные ноты, фотографии, рисунки и так далее. Вот на следующем слайде опять продолжаем разбираться с терминологией. Вообще книжные памятники, они делятся на две большие категории. Они делятся на единичные книжные памятники и книжные памятники коллекции. Если коллекцию формирует какая-то организация, музей, архив, библиотека, это может быть видовая, тематическая коллекция. Если формируется она личностями, то это личные коллекции и семейные коллекции. Вот в зависимости от того, к какой категории относится ваш книжный памятник, и будет зависеть особенности внесения его в реестр книжных памятников.
На следующем слайде показано, что государственному учету подлежат все книжные памятники, которые хранятся в фондах библиотек, муниципальных, государственных, библиотек научных, образовательных и иных организаций. Государственный учет включает в себя экспертизу книжного памятника, внесение записи о книжном памятнике в реестр книжного памятника, а также регистрацию книжного памятника в реестре книжных памятников. Вот регистрацию осуществляет Российская государственная библиотека. В результате регистрации к книжному памятнику присваивается индивидуальный идентификационный номер. Он присваивается навсегда, и изменить его уже нет никакой возможности. На следующем слайде мы ответим на вопрос, для чего же создается реестр. Реестр – это государственная база данных учета и регистрации книжных памятников. Это справочная информация, в первую очередь, для правоохранительных органов, для исследователей книжных памятников, а также для владельцев книжных памятников, которые обмениваются информацией вот на этой базе. Следующий слайд рассказывает нам уже о работе нашего центра. Мы центр редкой книги и консервации документов. Мы выявляем в фондах книги, которые имеют признаки книжных памятников, и вносим их в реестр. При этом основание внесения в реестр – это один из критериев. Все критерии делятся на две большие, значительные, но принципиально разные группы. Это хронологические критерии и социально значимые критерии. На следующем слайде поговорим о хронологических критериях. В свете нового законодательства к хронологическим критериям теперь относятся рукописные книги до XVIII века включительно созданные, а также экземпляры печатных изданий, увидевшие свет до 1830 года. То есть теперь же нет уточнения о месте издания. Сюда входят и иностранные, и отечественные печатные издания. И таким образом хронологическая отсечка в 1830 год играет в данном случае главную роль. На следующем слайде представлены социально значимые критерии, которые претерпели наибольшие изменения в свете новых законов. Если раньше мы имели дело с социально ценностными критериями, то теперь социально значимыми критериями. Их всего 9. Первые 2 касаются уникальности и редкости документа. Особый интерес для нас представляют первые издания на национальных языках, а также первые издания национальных типографий. Давайте пойдем дальше и расскажем о нашей работе с реестром. Мы начали работать с реестром в 2020 году, когда при библиотеке был создан экспертный совет. Председателем экспертного совета стала Марина Владимировна Андрюшкина, замдиректора по научной работе Национальной библиотеки Чувашской Республики. Вообще в положении о реестре прописано все процедуры создания экспертного совета, те квалификационные требования, которые предъявляются членам экспертного совета, и прописана сама процедура экспертизы. Вообще в новых документах, конечно же, изменилось само отношение к экспертизе книжного памятника. Члены экспертного совета, они просматривают книгу девиза, то есть дистанционное проведение экспертизы невозможно. И принимает коллегиальное решение относительно того, является ли данный документ книжным памятником или не является. Экспертиза, ее результаты фиксируются в экспертном заключении. А бланк экспертного заключения, вернее его цифровой образ, он вносится, прикрепляется к записям в реестре книжных памятников. Без этого невозможно присвоение статуса книжного памятника тому или иному объекту. На следующем слайде он рассказывает о том, что при внесении записи в реестр основной акцент делается описанием именно вашего документа. То есть вносятся сведения о сохранности этого документа, о пометах, записях, владельческих книжных знаках. Производится фотофиксация этих и других идентифицирующих признаков, и все это размещается в реестре книжных памятников.
На сайте нашей библиотеки есть страничка, называется она «Книжные памятники Чувашии». И вот в самом низу перед вами есть активные ссылки на новую версию реестра книжных памятников, а также на портал НЭП «Книжные памятники». Нужно сказать, что реестр книжных памятников является частью государственной информационной системы НЭП. И вот следующий слайд показывает нам, как выглядит страничка книжных памятников в НЭПе. Здесь можно увидеть оцифрованные документы. Самые интересные, они находятся в разделе вот «Избранные», да, документы. Они сопровождаются исторической книговедческой аннотацией. На следующем слайде мы показываем, как выглядит новый реестр, новая версия реестра книжных памятников. Вот перед вами список. Это отечественные, как видите, иностранные, вернее, печатные издания. На сегодняшний день нами в реестр занесено 87 книжных памятников по хронологическому критерию, а также создано описание 49 иностранных печатных изданий тоже по этому же критерию. На следующий год планируется работа по внесению книжных памятников уже по социально значимому критерию. Это будут редкие краеведческие документы. Вот. Но в конце моего выступления я хотела бы сказать, что если вы счастливый обладатель книжных памятников, то есть документов, которые имеют признаки книжных памятников, и вы хотите зафиксировать их в реестре, мы с удовольствием поможем вам провести экспертизу, поскольку у нас уже создан и работает экспертный совет, а также поделимся нашим опытом работе в реестре книжных памятников. Нет, да. Вопросы будут, Наталье Дмитриевне? Угу. Да, что касается плана, нет, плана нет. Плана нет, это работа очень долгая, по социально нет, план отдела критерии. Есть. Да, есть план отдела, отдела, да? Да. А вот такого общего плана нет, такого нет. Нет, нет, нет. Он практически до недавнего времени был в тестовом режиме, поэтому да, я думаю, когда он заработает в полную силу, будут спускать, может быть, и планы. Ну, пока вопросы, когда задавали вот на наших встречах с сотрудниками РГБ, они отвечали, что как такового плана нет, но вроде как будто бы в ближайшее время не планировалось его вводить. Но рано или поздно, еще раз повторяю, все мы будем этим заниматься, у кого есть эти книжные памятники. Потому что сейчас... Да, все, Наташа? Да, вопросы есть еще? Потому что сейчас этот вопрос очень значимый, такой, очень важный. Отношение государства к книжным памятникам как бы вышло на новый виток, и об этом очень много говорят. Вот буквально мы в начале октября вместе с Государственным историческим архивом тоже были в Казани на международной конференции, научно-практической конференции, называется очень серьезно «Взаимодействие бизнеса, власти и общества с фондохранителями по обеспечению сохранности книжных памятников». На самом высоком уровне с участием разных стран прошла эта конференция. И вот про реестр книжных памятников, про создание вот этих модельных региональных центров по работе с региональных центров консервации и реставрации в первую очередь по сохранению книжных памятников, потому что книжные памятники рассматриваются не только как культурное наследие нашей страны, но и как основа самоидентификации нашей государственности и нашей нации. Поэтому очень серьезное к ним отношение. Вот мы рады, что вы что-то узнали про книжные памятники. У нас в 12:00 здесь будет тестирование Минкультуры России, наше министерство приходит, поэтому предлагаем наш мастер-класс, мы его, который заявлен в программе Павловой Татьяны, мы его разместили уже на канале YouTube, на виртуальном методическом кабинете, сегодня же уже разместим, но он готов, то есть уже готов ролик. Вы можете его посмотреть самостоятельно, я думаю, заодно пролистаете все материалы, которые там есть, предыдущие мастер-классы, кто не смотрел, у нас есть там и из Татарстана любезно представленные ребятами из сектора отдела консервации Республики Татарстан Национальной библиотеки. Наши мастер-классы предлагаю перенести его на самостоятельный просмотр. Да. И как бы
Если есть какие-то вопросы по семинару, просто сейчас скажу, что вот у нас сейчас 32 человека здесь, и вот 46, я посмотрела, 46 присутствовало онлайн. Где-то 80 человек приняло участие в нашем семинаре, и надеемся, что всем были полезны эти материалы, которые сегодня дали. Теперь, да, и всех благодарю за внимание, кто был онлайн.